И сейчас я хочу предоставить слово его замечательному другу Антонову Анатолию Юрьевичу, который является ведущим разработчиком компании «Якутские аэрокосмические системы», который расскажет об опыте создания наземной инфраструктуры для малых космических аппаратов. Пожалуйста. Да, добрый день, меня слышно? Очень хорошо слышно. Да, я, к сожалению, сейчас не дома, у меня возможности веб включить нет. Так, меня зовут, как меня уже представили, Анатолий Антонов. Я расскажу о том, что такое наземная инфраструктура и почему она важна, и расскажу про какие-то наши изыскания в этой сфере. Так. Для начала, что такое космическая миссия? То есть у меня тут на сайте, на самом деле, достаточно устаревший сайт. Это наш маленький аппарат «Консат» с соревнований воздушно-инженерной школы МГУ, в которых мы очень долго, очень усердно участвовали. В общем, задача вот этого вот маленького аппарата в форме банки – это запуск на 1 километр на твердотопливной ракете маленькой и сбор каких-то данных с его датчиков, то есть там стоял барометр, датчик влажности и прочие вещи. И на самом деле у любого космического аппарата, любой космической миссии такая же задача, то есть, в принципе, не важно, что он делает. В принципе, он сам не важен, важна именно информация, которую он собирает, именно дата, которую он собирает. Это ключевая цель подавляющего большинства космических аппаратов, исключая, конечно, всякие GPS и геостационарные телевизионные спутники. Итак, мы для вот этого вот соревнования воздушно-инженерной школы МГУ разработали такую очень маленькую портативную наземную инфраструктуру. Вот так она выглядит. Вот здесь ее схема. То есть сам аппарат, пока летит, он через радио посылает сигнал на нашу антенну. И наша задача их собрать, обработать, сохранить и как-то потом их проанализировать. И в этом нам помогает вот эта вот штука, она называется AOTS, Automatic Antenna Orientation System. И благодаря нему мы получали какой-то гораздо более стабильный и более мощный сигнал, а также он помогал нам в позиционировании и поиске спутника уже непосредственно после полета, то есть он приземлялся куда-то в поле, и нам приходилось его искать. Вот так он выглядит в реальной жизни. То есть там есть какая-то математика в позиционировании самой антенны, она вращается на 2 сервоприводах. Изначально теперь она вращается на шаговом двигателе и сервоприводе. И у него есть в красном квадратике магнитометр, благодаря которому он может, в принципе, нам не важно, как он направлен, он всегда ориентируется по азимуту, вычисляет азимут по этой страшной формуле через Гауер-синуса, и всегда указывает вот эта вот антенна прямо на сам спутник, и все, что ему нужно, это GPS-координаты его самого и GPS-координаты спутника, которые у нас обновляются примерно раз в секунду. Здесь какое-то видео. Да, это видео с тестирования. То есть мы прикрепили на квадрокоптер, вот видно его маленький концепт. Это его финальная версия, мы его прикрепили на квадрокоптер и пускали около кванториума нашего, и вот видно, как антенна следит за спутником, который висит на квадрокоптере. И вот данные с реального запуска в городе Владимире под Москвой. Это уже запуск на самих соревнованиях воздушной инженерной школы, где мы отрабатывали эту систему в реальных условиях. То есть видно, где стоит антенна, какой путь преодолел спутник. То есть вот запуск на 1 километр и полный спуск на парашюте. И весь этот путь антенна проследила за спутником и предоставила нам хороший стабильный мощный сигнал. Так, тут такие себе данные. Вот как выглядит программное обеспечение для этой системы. Тут данные достаточно странно выглядят, потому что они рандомно сюда поданы просто для тестирования. Но видно 3D-модель спутника, которая вращается в соответствии с тем, какие данные дает наш спутник. Есть какие-то данные, есть траектория полета также в 3D. И вот мы сравнили
данные, которые получали через радио, с данными, которые получались из SD-карты, в принципе, они точно-точно совпадают. На самом деле, вот эти вот изыскания, которые мы делали, это относится не к серьезным большим миссиям, а вот к таким маленьким, можно сказать, испытательным запускам, которые могут проводить также и школьники, также на соревнованиях конца. И благодаря вот этой вот красной штуке в нее можно поместить также и GPS-датчик, и можно, к примеру, мы собираемся использовать его как для испытательного запуска нашего спутника, про который говорил Андрей, который испытательный запуск из себя будет представлять, скорее всего, запуск на большом воздушном шаре в стратосферу. И прикрепив к антенне GPS-датчик и магнитометр, мы можем, грубо говоря, нацепить его на машину и ехать примерно за спутником, и все это время получать хороший стабильный сигнал. Компания, организации посерьезнее, которые разрабатывают серьезные космические миссии, пользуются несколько иными системами наземной инфраструктуры. Это вот на фотографии у нас антенна-система Skynex, про которую говорили коллеги из Спутникса. А вот это вот эти две картинки — это сами системы самого Спутникса, то есть это попроще вьюнок и посложнее завиток. Они работают в гораздо более широких диапазонах, обычно это X, L, S диапазоны. И, как видно, в принципе, тут вращается сама тарелка, а тут вот система достаточно похожая на нашу, но чуть побольше, чуть подороже, грубо говоря. И она также вращается по тем же данным, разве что, когда спутник запускается на орбиту, мы уже не можем получить его GPS-координаты, зато у нас есть телеметрия и заранее рассчитанный курс, так как мы знаем, когда, куда и как был запущен спутник, и он наводится на спутник, грубо говоря, не имея с ним никакой связи изначально. Так, наверное, на этом про наземную инфраструктуру все. Но хотелось бы сказать о том, что все-таки вот этот проект, который мы делали для маленького спутника, его можно использовать в гораздо большем спектре задач. Например, для устанавливания контакта с квадрокоптером, который будет гораздо дольше, гораздо стабильнее летать благодаря таким системам. И также его можно использовать и для обучения школьников и студентов младших курсов основам наземной инфраструктуры, так как это чуть ли не самая важная часть любой космической миссии, то есть именно сбор данных, которые собирает миссия.